Программа «Азия» на канале «Настоящее время». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Вот уже больше месяца члены запрещенной в Таджикистане оппозиционной группы 24 не могут найти своего лидера Сухроба Зафара и руководителя представительства движения в Турции Насимджона Шарифова. Они исчезли в начале марта в Стамбуле, и о них до сих пор ничего не известно. Попытки соратников оппозиционеров получить хоть какие-то объяснения со стороны официальных турецких властей не увенчались успехом. Прокуратура Стамбула, куда написали заявление о пропаже родственники активистов, никак не реагирует. А дипмиссии Турции в странах Европы и вовсе игнорируют проблему. По словам пресс-секретаря группы 24 Убайдулло Саиди, для ведения дела исчезнувших оппозиционеров они попробовали нанять в Турции адвокатов, однако все они после ознакомления с делом отказались представлять их интерес. К сожалению, в Турции мы столкнулись с не совсем адекватной реакцией. Турецкая сторона никак не хочет сотрудничать с нами в этом вопросе. Например, мы наняли там 3 адвокатов. Все 3 спустя день, как брались за выяснение причин пропажи наших соратников, отказались дальше заниматься этим делом. Они даже отказывались нам пояснять причину своего отказа. Даже тот прокурор, который получил заявление от родственника Насимджона Шарифова, до сих пор ничего не сделал и отказывается отвечать на какие-либо наши вопросы. Единственное, он дал разрешение ознакомиться нам с записями видеокамер, которые зафиксировали выход Насимджона Шарифова из дома. Больше ничего. По словам Убайдулло Саиди, их попытки узнать о судьбе оппозиционеров в Таджикистане также не увенчались успехом. Представитель движения заявляет, что все факты указывают на то, что его соратники стали объектом политического торга между Анкарой и Душанбе. К членам движения регулярно поступают угрозы, но особенно много угроз Сухроб Зафар и Насимджон Шарифов стали получать после исчезновения директоров турецких лицеев в Таджикистане. Им говорили, что 2 турков увезли отсюда из Таджикистана. Теперь наступила очередь передать нам 2 таджиков из Турции. С первых дней нам не было известно, о каких именно 2 людях идет речь, и мы попытались вывести Сухроба Зафара и Насимджона Шарифова из Турции, но нам это сделать не удалось. Но вот после исчезновения наших 2 соратников стало ясно, те угрозы были реальны, и они стали предметом политического торга между властями Турции и Таджикистана. Сейчас нам звонят с разных мест и сообщают, что Сухроб Зафар и Насимджон Шарифов уже доставлены в Таджикистан, но ни один из источников не приводит доказательств фото или видео их присутствия в Таджикистане. Поэтому мы не можем утверждать, что этим сведениям можно верить. Тем временем правозащитная организация Human Rights Watch призвала Турцию и страны Евросоюза не выдавать Таджикистану находящихся на их территории таджикистанских оппозиционеров. Организация выступила с заявлением в связи с пропажей 2 членов группы 24 в Турции и арестом 3-го члена движения в Литве. Таджикистан должен однозначно прекратить десятилетнюю охоту на предполагаемых критиков за рубежом, особенно на тех, кто связан с группой 24 и другими объявленными внутри Таджикистана политическими группировками. ЕС и Турция должны защищать активистов оппозиции и воздерживаться от их возвращения в Таджикистан, страну, известную транснациональными репрессиями, где они рискуют подвергнуться пыткам.